Он налим. Здоровенный. Второй. 2 налима. Ёшкин кот. Как мне с ним быть? 2 налима. 2 крупных налима. Не знаю, дойдут, не дойдут. Залезай. Один вроде как дошел. Блин, за ним следом сразу второй. Вот он. Еще крупнее, блин. Что делать-то? Как их, блин? Сачок-то не выдержит обоих, наверное. Да ёшкин-то кот. Так, и еще у нас осталась 4-я тройка. Сейчас мы туда поедем. Так, ну вот и подъехали к самой нижней тройке игроку. А ёшкин кот. Правда, здесь уже у нас получается не тройка, а двойка. Раз, два. И 3-й перекинул на правый берег. Потому что здесь вчера утром проверил, и что-то улов не очень. Так что сейчас смотрим. Если будет улов не очень, тоже перекинем на тот берег, потому что там камни, а здесь песок. И вот эта тина, что налипает, вся была в песке. Камень, я все-таки думаю, налим больше любит камни, чем песок. Это чистое мое мнение, могу ошибаться. Так, ну что-то дергает. Что-то дергает, вроде бы. Вон сколько тины здесь. Или не дергает. Натяжка охрененная, но это, скорее всего, может быть из-за тины. Так, ладно. Охренеть. Тонна, просто ее тонна. Не пойму. Натяжка есть, чувствую. Есть. Что-то идет. Что-то идет налим, походу. Или что там такое? Да, налим, но походу уже крякнул. Ага. Уже крякнул. Вот такой вот налимяка. И уже крякнул. Ну, мы говорим, на песке налима нету. О. Килограмма на 2,5, наверное, будет. Двоечка-то точно есть. Он заглотил и уже подох с вчерашнего дня. Надо было сегодня утром пораньше проверять. Ничего страшного, не испортился. Он жабры все красные. Только-только крякнул. Так что тебя мы сегодня в избушке и приготовим, наверное. Или уху, или пожарим. Он как заглотил двойник аж до желудка. Не двойник, тут одинарные крючки большие. Ай. Ну, в общем, вот такой налим. Так что все нормально. И на этом участке есть налимы. Встречаемся на следующем продольнике. Так, попадем, не попадем. На казанке проверять продольники проще. Это неуправляемое. Вон, не попали.
Блин, налим, вижу налима. Вон он, вон, друзья, вон налим. Блин, килограмм на 5, наверное. Здоровенный налим. И запутал, все запутал. Раз. Вот так вот, а говорим, на песке не попадает. Енцикадан. Вот это кабанелла. В воде он казался еще больше. Вот так вот. Все получилось, друзья. Подъехал к бутылкам, смотрю. Белеет. Не стал поднимать бутылки. Я уже щукой сделал такую ошибку. И прямо с очком раз перевернулся четко. Не знаю, как он попал. Он что-то больно спокойный. Наверное, тоже заглотил. Вот такой вот красавец. Килограмма, ну не 5, но 3,5, наверное, точно есть. Трешка железная, не, около 4, наверное. Вот так вот, друзья, есть на Печоре налим и есть достойных размеров. И мы его ловим. И у нас это получается Енцикадан. Фу! И у нас еще один продольник. Встречаемся там. Ну вот, подъехали к крайнему продольнику. Третьему из последней тройки. Мы его вчера утром переставили. Он стоит на камнях возле фарватера. И сейчас мы посмотрим, что нам дали камушки. Что нам дали камушки. Мы сейчас посмотрим. На песочек надежды не было. Вчера было пусто. Сегодня хотел переставить. А он, видите, как все получилось прекрасно. И песочек. А здесь как раз вот на камнях и пусто. Или что это, непонятно. Что-то очень тяжелое. Ну, что-то очень тяжелое. Охренеть. Вот это туловище там. О, налим. Здоровенный. Второй. 2 налима. Ёшкин кот. Как мне с ним быть? 2 налима. 2 крупных налима. Вот теперь я понимаю, как Костян их тащит, когда вот таких налимов куча целая. Не знаю, дойдут, не дойдут. Залезай. Один вроде как дошел. Блин, за ним следом сразу второй. Вот он. Еще крупнее, блин. Что делать-то? Как их, блин? Сачок-то не выдержит обоих, наверное. Да ёшкин ты кот. Вот так. Да твою мать. Опа. Оба 2. Оба 2 Енцикадан.
Вот, хапнул адреналинчика. Фу, Янскадан. Все. Вот теперь я прекрасно понимаю, какая натяжка на Енисее у рыбаков, когда они ставят перемет, допустим, тот же Костян, на 14 или сколько там крючков, и по 10 вот таких вот дураков. Я тут 2-то, блин. Но открытая вода, мне кажется, натяжка больше все-таки. Подо льдом как-то сглаживает, наверное. Не знаю, не пробовал. Подо льдом на переметы у меня такого улова еще не было. А по открытой воде, вон, пожалуйста. Вон улов. Раз крупный, 2 крупный, 3 крупный, 4 крупный, 5 помельче. Только здесь, 6 там, 7, 8. Я уже сбился со счету. Вы не понимаете, что творится здесь на душе. Это просто кайф, великий кайф. Вот это рыбалка, я понимаю. Вот это рыбалка на налима. Ловим налима, крупного налима. Вот так вот. И тьфу на всех тех, которые говорили, что на Печоре нет крупного налима. Крупный налим есть, и мы его ловим. Как-то вот так. Я просто счастлив. Вот так вот здорово, друзья. Здорово. Вот такие чушки. Время без 10-4 вечера. Начинает потихоньку темнеть. И пока коми-рыбак проверяет продольники, мы готовим на ужин вот такую вот вкусняшку. Жареный окунь, карасик и гречка. Как-то так. Ну чё, вот этих налимов вон, вы уже видели. Вот один, давай с младших возьмем вот такой, килограмма 1,5, наверное. Потом идет, где он, потом идет у нас чуть больше, вот такой вот. Они почти одинаковые. И вот такой вот здоровяк. Ай, не кусайся. Не буду до конца вытаскивать, потому что может выскочить ненароком. Вот, короче, вот такая вот шайба. Ой, опасно. Он хвостом, если туда, и может туда. И вон, смотри, сегодня. Вон, видишь, кабан какой. Это килограмм 5, наверное, да? И тот, наверное, 3,5. Но этот кулыма, наверное, умрет, да. Он заглотил глубоко. Так что этот, наверное, помрет. Почистить надо. Этот живой. Вон кабан. Какой кабан, какой. Какой кабан. Вот так вот. Так. Потом что у нас живой еще есть? Живой вот такой вот червячок. Около килограмма, наверное. Так, раз, два, три. И вот такой вот еще маленький малыш. 3. И это еще не все. Это еще не все. Пошли дальше. Опа. Барабанчик наш, барабанчик. Так. Вот еще налим. Тоже кулыма. Это какой уже? 4-й, 5-й, да, уже сбился со счета. Да и кинул. Да и здесь. 4-й, наверное. Вот. Вот эти попали в удочку, клеточку. Вот. Раз, два, 2 щуки. 4 или 5 окуней там. Язь один. И это еще не все. И это еще не все. Вот такая вот щуренция. Еще удочку попалась в клеточку. Вот такая щуренция. Раз, два и 3, 4. Вон 4 щуки еще попалось нам. Удочку, клеточку, я сказать. И вот еще что.
это попало в один продольник сразу два налима. Вот один такой. Тоже где-то около трешечки. Раз. И один вот такой. Вот так. Вот такой тоже. Ой, ой, ой. Чуть было не было. Чуть было не было. О. И барабанчик у нас практически полный. Вон. Если еще двух штук вот этих поставить, которые, но новых не будем ставить, их сейчас почистим. И на холоде ничего им не будет до завтра. Завтра надо будет ехать с утра домой и в морозилку, потому что барабан уже полный. Вот так вот, друзья, янцикадан. Что, подними? Видно, да? Вот так вот, друзья, янцикадан. Без труда не вынешь рыбку из пруда, и без труда не вытащишь налима из печоры. Все у нас получилось. Рыбу ловим, рыба ловится. И это очень и очень хорошо. Есть щука, есть налим, а окунь это чуть позже. Сегодня у нас опять потеплело. Вчера было -3, сегодня где-то градусов, наверное, 5. Завтра мы это все везем в морозилку и проверяем, и опять будем заполнять по новый барабан. Как-то вот так. Ну а теперь давайте, милости просим, нашу теплую избушечку. Ромка, наверное, уже кушать приготовил. Все хорошо. И на душе очень легко и приятно, потому что день опять удался. Все здорово. Пошли ужинать. Газетку под косточки, словно лебеди саночки. Всем доброго вечера. Наконец-то мы сели ужинать. Сегодня даже немножко пораньше, потому что, ну, практически успели по-светлому все сделать. Просто уже пока доехал, пока рыбу убирали, рыбу посолили, пока почистили ее, ну, все равно успело стемнеть. Ромка сегодня у нас, хотел я сегодня приготовить налима. Ну, Рома говорит, что, еще раз что ли жарить будем? Я говорю, что, пожарил? Да, пожарил вот рыбу, окушков, карасика сегодняшнего уже пожарил. Так что сегодня у нас рыбный день. Вот. Так, 50 капель это вам, это нам. Днем хорошенько покушали, пообедали плотненько так. Да так плотненько, что до сих пор кушать еще неохота. Но долгое время тянуть нечего. Перекусим на сон грядущий по 50 капель и надо в люлю завтра. Сегодня поспали мало. Бессонница мучить не будет. День сегодня у нас получился насыщенный, полный впечатлений. Да, плохо то, что уток нет. От слова совсем. Видели сегодня только 4 серые и одна, съезди вроде были, я не помню. И одна хохлатая чернить. Все, это вся утка, которую мы сегодня видели, и то за километр пролетели. Вот, съездили сегодня в деревню, перевезли бензопилу, заготовили запас дров, сушняка вот накидали на растопку, не знаю, на неделю, наверное, хватит. Березы тоже чурками. Вон. Ромка и пальцы свои тоже заготовил, лишние пальцы у него. Топором отрезал полпальца. Весело. День полный впечатлений. На, лечись. Обеззараживание. Вот, да, да. Знаешь, как жечь, наверное, будет. Мне окунь вчера порезал, тоже что-то начало подушечку вот болит, лишь бы не заразиться. А чтобы не было заражения, что надо? Обеззараживать. Ой, приятного аппетита. Будьте здоровы. За рыбалочку. Рыбалочка сегодня вы сами видели, какая была. Просто прелесть. Я 50 лет живу, но по открытой воде, чтобы
за один день столько налимов я еще не ловил. Тем более, чтобы на одном продольнике друг за другом было 2 налима. Это впервые. Ощущения приятные. Это просто что-то с чем-то. Так что действительно день сегодня удался, и дай бог чаще таких дней. Так, где у нас хлебушек? А если бы еще щука не ушла, было бы вообще... Я бы, наверное, был самый счастливый человек. Такая щука трофейная была, здоровенная. Ну, ушла и ушла. Значит, была не моя. Радует то, что щука все-таки, оказывается, есть на Печоре. На спиннинг не ловилась, я думаю, щуки нет. Тем более крупные щуки. Одни карандаши вот такие вот, грамм по 500, 600, 700. Оказывается, щука-то вот и килограммовики, и полторашки, и, как мы сами видели, и... Говорил с мужиками, они тоже вот рыбачат на удочке в клеточку. Тоже, говорит, попалась трофейная щука. Так что, я не знаю, или она подошла откуда-то, или... Просто... Ну, радует то, что она есть. Ты чисто так масло, да, без муки? Без, не нашел ведь. Мука в холодильнике была. Как смотрел. 2 раза ведь открыл. Каждый пакет перерыл. А в дверях не посмотрел. Позвонить не судьба была. А ты знал бы, что в дверях. Ну-ка, палец покажи. Нормально. Главное, как чувствовал сегодня еще Рома. Я говорю, когда дрова колешь, не надо, говорю, пальцем держать чурку. А дощечкой, говорю, надо. Рома послушал и сделал по-своему, да? Когда я держал, все было хорошо. Вот большие чурки-то что, я в руку положил, несу, когда этот последний момент убираешь. А вот тут я маленькую взял, получается, и вот, ну вот, допустим, ну вот чурка, допустим, да? Я вот ее вот так вот взял, топор положил, и так вместе с топором так вверх-вниз, хоп, чтобы он насадился. Все, и потом руку убирал и стучал. А тут я так вверх-вниз, у меня и ушел топор от одного раза. Топор очень острый. На чужих ошибках не учишься, так может на своих будешь учиться. Остальные целые, а это в самом начале было. Для чего нужен указательный палец? Ну ты же не левша, правша же, да? Ну да. Так что можешь, этот палец можешь резать. У меня правый порезал, видишь, тоже указательный подушечку. Это мне окунь порезал. У него окунь щетину под ноготь на большом вогнал, касаться больно. Аж опухло как будто немного, он же яд там у него в щетине вроде, да? Не знаю. Жгет нифигово. Еще по маленькой. На улице, кстати, пошел дождь, но хорошо, что целый день сегодня не было дождя. Вот с утра был заморозок, потом -3 было. Ночью было -3, вечером вчера холодно было. А сейчас потеплело +5. И вот только-только где-то полчаса назад пошел сначала моросить, все сильнее и сильнее. В общем, полил дождь. Вроде бы с лодки убрали все, что могло намокнуть. Под пленкой, наверное, не промокнет ничего.
Единственное, что мы, Ром, не сделали с тобой, это опять сегодня день что-то быстро закончился. Не сходили за брусникой. Сегодня вот можно было бы, конечно, бруснику, но видишь, надо что-то одно делать. Видишь, сегодня мы съездили в деревню, привезли пилу. Если бы все это было уже, если бы дрова не надо было делать, с утреца можно было бы собрать. Но у меня после вчерашней клюквы спина до сих пор не гнется. Так что, не знаю я. Просто атас. Так что пока морозов нет, в принципе, ягоды надо собирать. Но как собирать, я хрен его знает. Если еще от вчерашнего заморозка брусники конец не стал. Ну, местами был минус. Вот, допустим, здесь от нашей деревни где-то получается километров 20, там еще минус был. А выше поселок 30 километров, там, говорит, минуса не было. Так что 50 километров по реке, это очень много получается. Ладно, что, долго базарить сегодня не будем. Давайте. А то у нас после третьей опять на политику потянет. Сегодня уставшие, сегодня довольные. Довольные как кот. Просто супер довольные. Понимаю, что все не зря. Все труды принесли результат. И практически почти каждый продольник сработал. За небольшим исключением. Пустого, наверное, вообще не было. Или один, или два, не помню уже. Но пустого места нету. Вот 3 места, да, вот на каждом месте есть рыба. Нижнее место, конечно, порадовало. Вот. Да, если бы с верхнего места еще не сорвалось, я думаю, его бы ничего не переплюнуло, да? Щука-то да. Мне кажется, даже самый крупный налим. Не вышел бы как-то щука. Да. Там реально. Ну ладно, ушел. Ладно. Все хорошо. Самое главное вот общение. Когда еще так посидим? Сколько мне там? 10, может быть, 5, 20 лет. Ой, что-то я много себе наговорил. Мало берешь. Вот. Как там, жизнь на рыбалке за счет жизни не идет, так тебе сколько там осталось? Еще 50. Вот. Батьки не будет, будешь вспоминать. Вот мы с батей сидели. Вот я сейчас вот вспоминаю тоже со своим отцом. Последний раз ходили на Педервад, вот это озеро. Он ничего не делал. Он в избушке сидел, просто отдыхал. Потому что я боялся его в лодку посадить. Ну, потому что, сети поднимать все равно. Он сел в лодку. И только сел в лодку. Запаса в резинке было, наверное, вот так вот, сантиметров 5. Но он тяжел. Я потом сетей еще накидали. И лось как раз переплывал. Вот тогда видели лось. Лопата такие, рога. И вот я тогда видел, он переплывает, получается. И копытами поверх воды аж вот это. Она настолько сильно гребет. Да, с леса заплыл на озеро, переплыл. И на болото заплыл, получается. Там ни берега же, ничего нету. Там же трясина получается. Он с болота запрыгнул с озера на болото и поскакал. Он у меня не носил только ружья, а я вот все выносил. 38 килограмм рыбы за раз тогда вынес. Это в горку 4 с лишним километра, блин. В рюкзаке. Ну, я как-то раз, получается, тоже так делал, только даже не в рюкзаке. В ведрах-то тогда, когда булыжник нес. 2 кирпича-то. Да. Ладно, давай. Пусть почаще будут такие рыбалки наши совместные. Дай бог. Как-то вот так. Отдыхаем умственно, морально, физически, может, немножко устаем. А в целом для организма это все-таки отдых. Это, как говорят,
Поехали на природу, отдохнем, да? Также Отдыхаются на природе. Поехали домой, отдохнем хоть. нет, как в понятии поехали на природу огнем, так и в даче есть разница. Есть люди, которые на дачу реально ездят. Отдыхать. Поехали, баня, шашлычок. А есть те, кто поехали, да, отдохнем, там, надо Да, картофель. покосить, дрова наколоть, картошку собрать. Не, ну просто тупо сидеть в избушке целый день, это тоже не то. С утра бы налокались, тут сидели бы, ля-ля, тополя, музыка, песни, пляски. Можно было бы шашлычок, тут костерок, тоже как бы отдых, но мы как бы совмещаем полезное с приятным. Это, я вот не знаю, сколько это еще продлится осени. Хрень его знает, морозы ударят, через неделю шуга пойдет, все. А у нас не так, как в Якутии, скажем, или еще где-нибудь на северах, на крайнем севере, я имею в виду. У нас вроде север, но у нас теплый север. У нас вот сегодня было -3 вчера, сегодня уже +5. Также -10, -15 ударит, пойдет шуга, рыбалки не будет никакой, а потом опять может быть 10-15 градусов тепла. И вот это межсезонье распутится получается, бывает до месяца. И вроде уже летней рыбалкой не займешься, то есть продольники там, удочка в клеточку. И льда еще нет, и зимней не позаниматься. И вот бывает такое 2-3, там месяц бывает. Так что пока есть возможность, пока рыба ловится, мы, естественно, будем ловить. Тем более попутно мы собираем ягоды. Дай бог еще получится пару ведер клюку собрать. И пару ведер брусники. И, в принципе, наверное, хватит. Морс у нас идет на ура. Варим такую большую кастрюлю 8-литровую, или 9, или 8 литров. 2 дня у нас все. Опять варим морс. В общем, неделю 2-3 раза мы варим эту кастрюлю. Так что покупные соки мы стараемся не покупать. Покупные, говорю, магазинские. Вот. Ну что, опять заболтались. Всем спасибо, друзья, за внимание. И до новых встреч на канале Поймай Рыбак. Пока-пока. Она уже будет скоро. Завтрашний день вы увидите послезавтра. Всем пока.